В этом выпуске программы «Посредник» будем говорить о правах человека, как эти права защищаются в нашей стране, опыт каких стран стоило бы применить в Абхазии. У нас в гостях уполномоченный по правам человека Анна Скишмария. Мы рады вас видеть в нашей студии. Спасибо, что с нами. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Большое спасибо, Нала, за приглашение. Начнем, наверное, с событий в стране. Что вы можете сказать вообще о том, что происходит в последние дни в республике? Какая ваша реакция? Действительно трудно подобрать правильные слова для того, чтобы охарактеризовать те события, которые взбудоражили, шокировали все наше общество. Да, я имею в виду вчерашнее преступление и, естественно, абсолютно все правоохранительные структуры нашего государства работают на усиленном режиме. Эта ситуация находится на контроле у президента. Мы все ждем скорейшего выяснения деталей и обстоятельств, и самое главное, виновников преступления. И, наверное, самое шокирующее для нас, к сожалению, привыкших к подобным правонарушениям, как стрельба в публичных местах и убийство в общественных местах, самое вопиющее стало то, что за всю историю нашего государства и общества, наверное, не столько государства, сколько общества, произошло такое дерзкое преступление, но оно совершенно никак не воспринимается, очень трудно об этом говорить, правда. И, наверное, все-таки будем дожидаться официальной информации, и хочется поддержать пострадавших. 2 человек находятся в тяжелом состоянии. Молимся о их здоровье и надеемся, что все для них благополучно разрешится. Действительно, мы надеемся, что правоохранители разберутся, и желаем здоровья пострадавшим. Перейдем уже к основной теме нашего разговора. Я знаю, что вы сами хотели в том числе рассказать о поездках, которые были в последнее время у вас. Это контакты с коллегами из России. Вы по ряду вопросов и внутри страны хотели бы высказаться по электроэнергии, вот вопросов, касающихся электроэнергии и нового договора оферты, которые опубликовали были опубликованы компания «Черноморэнерго». Вы уже реакцию свою озвучили. В том числе вы хотели бы пояснить этот вопрос. Давайте по порядку начнем с проблем, которые внутри страны вы хотели бы подсветить. Да, спасибо, что давайте начнем, наверное, с внутренних вопросов, потому что они всегда стоят на повестке как самые актуальные, а потом уже, когда останется время, расскажу о тех интересных опытах, наработках, которые мы привезли с собой из последней поездки в Москву. Что касается договора публичной оферты, который мы не так давно обсуждали в обществе, несколько комментариев, потому что те заявления и обращения, которые мы слышали и в эфире «Радио Спутник» от представителей компании «Черноморэнерго». Ответ в том числе и на ваше заявление. Да, на мое заявление, совершенно верно. Он не совсем отражает ту суть, которую мы просили прояснить. То есть вопрос к форме. Если госкомпания «Черноморэнерго» считает, что необходимо заключать с потребителями договор, и договор должен выглядеть как форма публичной оферты, мы к этому вопросов не имеем. Нас смущает содержание. Объясню почему. Постановление 22 года нашего Кабинета министров гласило о том, что они расписали план увеличения стоимости электроэнергии с 22 года по 2026 год. Мы планово потихонечку повышаем тарификацию за электроэнергию. Это, конечно, болезненный момент для наших граждан, потому что заработная плата не растет, а вот потребление электроэнергии, оно возрастает. Это немножечко тоже является таким интересным краеугольным камнем, насколько это оправдано. Но, опять же, понимая сложности рынка электроэнергии в мире, в принципе, проблемы коммуникации, с которыми сталкиваются наши электросети, да, мы пытаемся понять и оправдать эти мероприятия. Другой момент заключается в том, что, опять же, если Черноморэнерго захотела заключать договор, то тут хочется подчеркнуть, что договор — это когда стороны определяют права и обязательства друг перед другом. То есть не только у одной стороны есть то, что мы увидели в договоре обязательства. публичной оферты, который прислала путем рассылки СМС-сообщений госкомпания «Черноморэнерго», это, пардоньте, история о том, как у одной стороны есть права, а у другой есть обязательства. Что касается рассылки, да, замечательно, что есть такая услуга и возможность рассылать сообщения. Это действительно гораздо проще, чем рассылать письма, наверное, в наших условиях особенно. Но, тем не менее, расскажите, сколько людей открыло это сообщение. Я могу сказать за себя, что я его открыла целенаправленно, потому что я его ждала.
То есть об этом договоре я услышала недели за 2, а то и за 3 до того, как мне лично пришло это сообщение. Переходишь по ссылочке, Ну которая хорошо. указана. А в средствах массовой информации есть законы, которые публикуют в газете, которые Ну никто вот к не этому я тоже сейчас открывает, подойду. но Сейчас я тем к не этому менее он тоже вступает в силу подойду. тогда, когда... Это такой тонкий момент, к которому я тоже обязательно подойду. То есть человек должен был внимательно прочесть, найти и обратить внимание на это сообщение. Ну, насколько это оправдано, трудно судить, потому что люди, ну, откровенно говоря, игнорируют такие сообщения, и, переходя по ссылке, ты сразу эту информацию тоже не найдешь. То есть надо потрудиться, чтобы ее найти. Что касается самого договора, получается, что госкомпания предоставляет услуги в виде электроэнергии. Ну, если говорить простым языком, свет будет тогда, когда будет, свет будет такой, какой будет, и в случае, если что-то случится, это ваши проблемы. Потому что, ну, что касается сроков, да, действительно, закон в Республике Абхазия вступает в силу после того, как будет напечатан в газете «Республика Абхазия». Но если вы газету не открывали, вас это не Ну, освобождает незнание закона не освобождает от от незнания, да. ответственности, даже если вы Вопросов эту нет. газету не видели. Вопросов нет, но в законе прописано, это уже ответственность гражданина. Быть в курсе закона или не быть в курсе закона. Что касается данного договора, да, потому что из комментариев сотрудника госкомпании «Черноморэнерго» было сказано, что, в принципе, можно этот договор корректировать. Но единственный момент, договор вступает в силу со дня публикации, в течение 30 дней надо отреагировать. Вот у меня возник вопрос, а не прошло ли мое время 30 дней? Потому что информацию о том, когда он был опубликован и где, мы долго копались, искали, не нашли. Если госкомпания подскажет, где ее найти, было бы интересно. Другой момент заключается в том, что следом за нашим обращением к нам стали поступать обращения от граждан, потому что нам сказали, что в случае порчи имущества путем, где виновата, значит, некачественная электроэнергия, то можно обратиться в суд. Да, действительно, в суд можно обратиться, и многие наши граждане это делают, но вот из-за случаев наших заявителей, то есть это реальные случаи, не придуманные, что называется, человек 2 года судится, и проблема заключается в том, что у него нет на руках экспертного заключения. Ни один из госорганов экспертное заключение не дает. У него на руках только заключение пожарной службы, которое говорит, да, случился пожар, горела проводка по вине там плохого кабеля. Но, к сожалению, это не является экспертным мнением, которое бы учитывалось в суде. То есть, ну, отсутствие наверное, места, где можно сделать экспертизу и подкрепить к документам. сегодня один госорган такую экспертизу не дает. И таких примеров у нас много. В прошлом году сгорел объект на турбазе, где есть видеозапись, как происходил пожар, откуда он начался, что трансформаторный блок, который был установлен на столбе, когда подали свет, скорее всего, это было высокое напряжение, провода не выдержали, начали гореть, и вот часть обрушенных проводов сожгла торговый объект. Это огромный ущерб, это потеря рабочих мест. Ответственность никто не несет. Но бывает и такое, что люди там, где уже есть эти провода, допустим, там высоковольтная линия или другие какие-то провода, могут начинать строительство свое уже там, где эти коммуникации есть. А вот тут подходим к кадастру. Да. А вот тут к кадастру, да, подходим. Такие примеры тоже интересные есть. Ваше заявление, Наше заявление, на него пришла реакция из Министерства энергетики, которая подчеркнула, что не видит никаких нарушений прав человека и гражданина в принципе. Мы подготовили подробный ответ, отчет. Хотим обратить внимание на эти проблемы с подробными примерами, с конкретными законами, которые нарушаются в процессе этой публичной оферты, и будем направлять его также на имя президента и спикера для того, чтобы они отреагировали, ознакомились, потому что, такие вопросы лучше обсуждать до принятия их в качестве каких-то законов, потому что, потом это влечет за собой кучу проблем. С нашей стороны вообще было бы правильно, чтобы здесь сейчас в студии был представитель Черноморэнерго и вы могли бы как раз оппонировать друг другу. Но дело в том, что мы хотим вам задать вопросы разного характера, не только про ситуацию в энергетике поговорить, но и другие вопросы, касающиеся только вас. Поэтому вот такой формат, и мы надеемся, что в нашей студии мы сможем такую встречу организовать и конкретно по каждому пункту обсудить эти вопросы. Но я думаю, что сотрудники Черноморэнерго обязательно посмотрят ваше интервью и какой-то ответ
из этого последует. Давайте перейдем к другим вопросам, касающихся прав и свобод человека. На что вы обращаете внимание, кроме вот этого вашего заявления? Что еще за последнее время происходит? С какими вообще люди к вам просьбами обращаются еще? На самом деле характер просьб к обращению к уполномоченному очень широк. Это может быть единичный случай, а могут носить массовый характер. Из наиболее актуального последние 2 недели участились случаи обращения. И вот буквально 3 дня подряд приходят люди, организации, организованные, точнее, в сообщество, которые рассказали о ситуации, которая происходит в сфере кадастров. Наступил в силу закон о кадастровой политике, работает кадастровая палата, и тут возникло много сложностей и трудностей. Прежде всего хочется подчеркнуть, что аппарат уполномоченного по правам человека — это молодой институт, и там работают молодые люди, прогрессивные люди. Мы не против прогресса, мы не против изменений, мы, наоборот, всегда рады за позитивные изменения, но здесь люди столкнулись с следующей ситуацией. БТИ, нотариальные конторы уже не способны оказывать помощь, содействие и услуги гражданам, а вновь организованная кадастровая палата еще не готова. То есть люди дезориентированы, они не знают, куда обращаться, и ходят от ведомства к ведомству, и в конце концов, где их слышат, там они требуют принять во внимание их позицию, потому что прежде чем что-то новое запускать, наверное, нужно доводить его до способности отвечать тем вызовам, на которые они уполномочены. То есть на сегодняшний день, как выясняется, к этим запросам еще не готова кадастровая палата, а БТИ и нотариальные конторы уже некомпетентны помогать. То есть у людей горят сроки, это сроки прежде всего связанные с судебными решениями, это сроки оформления недвижимости, обмена, продажи, вступления в наследство. Это серьезно усложнило жизнь нашим гражданам, которые вовлечены в эту сферу деятельности или просто столкнулись с этой ситуацией. То есть, мы также по этому поводу направили сегодня обращение и к президенту, и к спикеру для рассмотрения этого вопроса, потому что, все, что делается, должно делаться во благо человека, гражданина, живущего в нашем государстве. К сожалению, на сегодняшний день это не соответствует действительности. И районные отделения, люди говорят, во-первых, это здорово ударяет по бюджету, потому что нотариальные конторы ежемесячно пополняли бюджет в среднем от 150 до 300 тысяч рублей, а некоторые там умудрялись в несколько миллионов за месяц сдавать. Сегодня с 1 октября по 31 число эти суммы едва доходили до 10 тысяч. Один момент. Второй момент. Централизация работы кадастровой палаты, она усложняет жизнь граждан, потому что, грубо говоря, ему из Кварчельского района нужно приезжать исключительно в Сухум для того, чтобы все это оформить. Эти вопросы мы задавали директору кадастровой палаты. Он говорит о том, что приезжать в районы нет необходимости, что в каждом районе есть отделение, куда можно обратиться. И проблемы технического характера не связаны с тем, что он признает, что есть сложности, но есть часть проблем, которые возникают из-за того, что БТИ не передают архивные данные. Не все БТИ готовы сотрудничать с кадастровой палатой. Это мнение директора кадастровой палаты, интервью у нас на сайте, кстати, можно послушать. Исходя из того, с чем столкнулись люди сегодня, они вынуждены приезжать в Сухум, где действительно нет архивных данных, выдаются справки, заключения, документы, которые наверняка будут иметь неточные формулировки, которые в последующем приведут к судебным решениям. И здесь у человека возникает вопрос, столько усилий и только во вред. То есть вопрос тут такой очень сложный, и еще раз, прежде чем запускать новый вид деятельности, наверное, нужно его опробовать в реальном времени, а потом уже говорить о нем как о факте законном и единственно верном. То есть сегодня это большая проблема. Вообще запуск кадастра — это большая реформа для страны. Это огромная реформа, к которой, мне кажется, мы еще не были готовы. Мы не были готовы, но приходится иногда резать по-живому. Проект обсуждался в парламенте, обсуждался несколько чтений. До этого проект готовился, и много лет вообще к системе готовились, и
сейчас возникают сложности. Но мы надеемся, что подзаконные акты, которые будут регулировать именно технические вопросы, они будут Мы на созданы, это и очень все стороны надеемся, будут потому что мы довольны. в своем заключительном слове в письме, которое обратили, просили как раз-таки пересмотр всего этого, потому что вот ко мне приходили представители из разных районов, это как и граждане, и как сотрудники, они говорят все о том, что мы предупреждали на слушаниях, обсуждали эти слушания, что будут вот такие проблемы, и внесение его в законную силу, вот этого в данном случае, пока мы к нему не готовы, стоит повременить. Вот мне кажется, что вот все-таки нужно взять какую-то паузу для того, чтобы это все отформатировать, провести работу над ошибками, с которыми мы уже столкнулись, и уже потом, наверное, внедрять эту систему. Потому что здесь и сейчас, сегодня, к сожалению, она несет только сложности и влечет за собой серьезные проблемы. И вот, кстати, исходя из того, что мы дальше будем с вами обсуждать нашу поездку в Москву, одно из опасений, которое высказала инициативная группа, которая прям буквально перед приходом к вам, ко мне обратилась с письмом, как раз-таки звучало о том, что по закону кадастровая палата имеет право и должна, наверное, публиковать в интернете все эти сведения. Вот мы возвращаемся к вопросу о сохранности этих данных, кто может ими воспользоваться и кто будет нести ответственность в случае утечки этой информации. Да, потому что второй год подряд в Москве на мероприятиях, проводимых федеральной уполномоченной Татьяной Москальковой, мы второй год подряд обсуждаем эту актуальную, сложную, неоднозначную тему, как цифровизация общества. Это и шаг вперед, и новый вызов. Это действительно новый вызов, с которым, вот, если класть руку на сердце, мы сегодня точно не готовы, потому что мы прекрасно знаем, как работает сегодня система документооборота в Российской Федерации. Это безумно удобно. Ты можешь подойти в ближайшее к твоему дому отделение МФЦ, Принцип одного окна. где в одном окне тебе ответят на все интересующие тебя вопросы, тебе не нужно бегать за справками, документами. Ты все в одних руках получаешь. Это очень радует, потому что это упрощает жизнь граждан и упрощает понимание документооборота в стране в принципе. Но я представила в рамках Абхазии, если это можно сделать, какое противодействие будет со стороны работников различных там, учреждений, организаций, где привыкли выдавать небольшие справки. Ну вот смотрите, это, конечно... Готовы ли будут они к таким реформам? Вопрос, наверное, надо ставить с другой стороны, готовы ли государство. И государство, и с этой стороны. Мы прекрасно слышим, видим, что происходит с сайтом госуслуги, каким хакерским атакам оно подвергается ежедневно, и как борются за сохранность персональных данных, и все равно случаются случаи мошенничества различного рода, да, и людей всегда просят быть бдительными и настороженными. У нас нет такой системы, у нас нет такой кибербезопасности. Я, например, не готова к тому, чтобы мои персональные данные публиковались на каком-то абхазском ресурсе, чья достоверность и безопасность будет под сомнением. То есть это такой интересный фактор. И в случае с кадастром, да, то есть люди действительно переживают за свои данные, потому что это серьезный вызов. Это вопрос и угроза, с которой сталкиваются разные страны, и сейчас самый актуальный, наверное, вопрос. А мне интересно спросить, вот вы пишете рекомендационные письма, обращения, насколько власти реагируют на эти письма, и насколько сейчас у уполномоченного хватает рычагов влиять на какие-то конкретные решения? Это мой любимый вопрос. Потому что как-то вот в эфире вашей коллеги тоже говорила о том, что есть ведомства, которые с удовольствием идут на контакт, которые отзываются, с которыми мы, что называется, откровенно обсуждаем реальные возможности оказания помощи, откровенно обсуждаем ситуацию, которая происходит. А есть ведомства, которые в упор не видят. К сожалению, при всей широте полномочий все разбивается о необязательность соблюдать рекомендации и отвечать даже на запрос уполномоченных. Мы с этим сталкиваемся, но не хочется называть ведомства, которые с нами не хотят дружить. Будем все-таки ссылаться на те, которые нас слышат. Мне очень нравится тот позитивный тон общения, который у нас складывается с Народным собранием, парламентом страны, то есть в своих вопросах, когда мы обращаемся к ним, да, и вообще, в принципе, когда мы
мы говорим от лица государства, говорит, я четко осознаю, что за мной стоят 35 депутатов, которые правильно поймут, услышат, и с которыми мы можем вести диалог и приходить к каким-то компромиссам. Потому что, ну, так же, как и в законе, например, в любой закон, который принимается, он имеет как позитивные явления, так и негативные. Вот. И мы, когда обсуждаем, да, обсуждаем все вопросы, да, идеальный мир с точки зрения правозащитника может быть не идеальным с точки зрения самого человека, чьи права мы хотим защищать. Поэтому тут такой интересный диалог складывается, и всегда пытаемся найти баланс между сторонами. И вот в этом вопросе мне очень нравится тот тон общения, который у нас происходит с парламентом, Народным собранием. Очень позитивно я оцениваю взаимодействие с правоохранительными органами. Это и с Генеральной прокуратуры, это и с МВД. То есть, ну, вот я не сталкивалась с тем, что от меня скрывают информацию или не допускают к получению этой информации. Ну, вы говорите, что с правоохранителями у вас хороший диалог складывается, но вы обращали внимание в том числе на условия содержания заключенных. Да. Решен ли этот вопрос? Проблемы, на которые вы обращали внимание, в двух словах, если слушателям нашим объяснить, условия не соответствуют тому преступлению, которое они совершили. Это отсутствие тюрьмы, есть такие объективные причины. Что касается условий содержания, да, у нас люди содержатся либо в изоляторах временного содержания сроком до 30 суток, а люди, которые уже осуждены, отбывают наказание, мы говорим о мужчинах, если в СИЗО Дранда. Что касается СИЗО Дранда, да, там действительно несоответствующие условия содержания, но здесь они как раз-таки несоответствующие не с точки зрения нарушения прав человека, а с точки зрения способности ощущать себя как в тюрьме. То есть там специфические условия, и когда мы эту тему обсуждаем и с правоохранительными органами, и с депутатами, все прекрасно понимают, что необходимо строить тюрьму специализированную, где будут, во-первых, люди разграничены. Ну, то есть вы имеете в виду ужесточить условия им нужно. Но разве это сложно сделать правоохранителям? Сложно, потому что нет соответствующих условий. А создание соответствующих условий — это огромная нагрузка на бюджет, с которой мы пока не справляемся. Меня больше всего заботит условия содержания женщин. Так как у нас нет тюрьмы в принципе, женщины у нас отбывают наказание в изоляторе временного содержания МВД Республики Абхазия, то есть в месте, которое не предусматривает длительное пребывание. Главная причина, почему мы бьем тревогу, это то, что у женщин отсутствуют прогулки на свежем воздухе. Создать эти условия в тех рамках, которые есть, не представляется возможности, а на строительство тюрьмы, где будет женский блок, например, ну, опять же, это большая нагрузка. Что касается содержания женщин, то сейчас, в принципе, у нас планируется в декабре месяце, мы проводим ежегодную конференцию международную практическую, на которой будет подниматься как раз-таки тема исправительных учреждений Республики Абхазия, куда мы с удовольствием приглашаем общественность и, конечно же, вас. Спасибо. Но, кстати, суды же в этом вопросе пытаются какой-то баланс найти, и они всегда идут навстречу. Не всегда, а бывает, что идут навстречу этим женщинам. Некоторым женщинам дают даже отсрочку наказания до совершеннолетия детей за отсутствие тюрьмы и должных условий содержания. И они бывают, что вообще никакого наказания не несут. У нас то есть тут тоже вопрос с разных сторон можно посмотреть. В том, что на сегодняшний день 38 женщин содержатся в ВВС города Сухум, и это женщины, совершившие особо тяжкие преступления. То есть реальный срок получают люди с тяжелыми статьями. Прежде всего, это вот подавляющее большинство, там, кроме 3 женщин, это женщины, которые были пойманы при распространении наркотических средств. Да, действительно, суд идет на поблажки, исходя из условий пребывания. Минимальный срок для таких граждан — это 15 лет. Исходя из условий содержания, срок сокращается. И плюс, если у нее есть малолетние дети, еще одно смягчающее обстоятельство, насколько я знаю. Малолетние дети при статье распространения наркотиков не учитываются. То есть у нас есть женщины многодетные, это в основном приезжие женщины, которые оторваны от семьи родных, которые сидят вот весь срок, исходя из того, который им дал суд. Я могу, конечно, ошибаться, но есть истории, где там осужден муж
в семье, и жена, если попадает под вот такую тяжкую статью, ей суд может пойти навстречу, потому что есть Ну вот, дети, нет опекунов, некому оставить детей. исходя из того, той информации, которой я обладаю сегодня, таких случаев у нас сейчас нет. Это тема для отдельного Сложная разговора. тема, Мы да. обязательно к ней вернемся. Анна, большое спасибо, что были с нами. В рамках вот этой беседы мы успели обсудить всего несколько вопросов. Обязательно позовем вас еще. Спасибо. Ну, большое спасибо за внимание. Всегда рады вашим приглашениям. Спасибо. Нашим слушателям напомню, в нашей студии была уполномоченная по правам человека Анна Скишмария. Мы говорили о том, как защищаются права в нашей стране и опыт каких стран стоило бы применить в Абхазии.